Поставил чайник. Я разделся. Немножко так жарко становится. Ну, ветер сегодня дует северный, но солнце греет очень хорошо. Немножко, знаете, вот какой-то вот туман, облачный туман, вернее. Дело идет к дождю, потому что дальше показывают дожди. Сейчас я немножко затоплю печку, потому что в избушке чуть-чуть сырость чувствуется. Хочу, чтобы было тепло. Пусть будет дверь открытым, но лучше пусть чувствовалось тепло, чем прохлада. Спички, ребят, с СССР еще, вон, череповец. Такие сейчас не делают. Ну, как бы делают, но коробки совсем другие. Это бумажная коробка такая, старая еще. Изба быстро нагреется. Много раз я говорил, что у нас нету мышей, там еще, вон они, следы. Это вроде как мышиные следы. Перепахано все. Они просто под снегом тут кормились и зимовали. Весь луг перепахано вот так. Корни, наверное, этой травы, они корнями этой травы они кормились, если правильнее. Вот. Птиц очень много, шумно даже. Надеюсь, слышно. Показываю мангал для новых зрителей. Из 200-литровой бочки вот так сделано. Можно на ножке сделать, как на второй избе у меня. И как я показал, как я сделал, показал на своих видео этот мангал, как устроен. И некоторые подписчики сделали так же, как и я. Даже видел я это и отправляли фотографии мне. Спасибо вам за фотографии, что вы делитесь там, отправляете личные сообщения. Вот. Ну, самый простой мангал, в принципе. И безопасно, и огонь так лучше там варится на этом мангале. Обрешетку можно поаккуратнее, конечно, сделать. Это я эту обрешетку сделал, когда первый раз в руки взял вот этот сварочный аппарат, начал приваривать что-то. Учился. Ну, вроде ничего, уже сколько лет пользуюсь. Нормально, жар офигенный. Я в сторону в чайник поставил, потому что здесь береста на ручке. И она загорается, прям просто загорается. Сейчас буду еще варить суп. Печка разгорелась, вон как дымит. Ну, смолистые деревья там. Да этот, как его... О, дрова смолистые. Уже горячо. Уже горячо. Чуть-чуть, наверное, убавить надо.
Вот так спокойно, чтобы горело и все. Мне слишком большой жар, в принципе, не надо. Тоже печку показываю для своих новых зрителей. Печка огонь. Ракета. Просто ракета. Можно 40 градусов мороз там переночевать и не думать, что вам будет холодно или еще. Ну что, ребят, таежная распаковка. Что взял на этот раз. Ну, в принципе, все одинаково. Хлеб. Яйцо 4 штуки. Снова хлеб, 2 буханки взял. Кто его знает, сколько я здесь буду. Тут получается. Надо поднять фонарик. Колбаса. Батон колбасы. Конфеты Марс и Баунти. Шоколадные конфеты вот такие. Немножко. 2 лука. Пакет и пачковый суп, как всегда. Сейчас буду варить с этого пачкового супа. Суп. И, пакет еще тут 2 штуки. Не буду раздражать некоторых зрителей. Так, канди. Я думаю, здесь чай закончился. В прошлый раз вроде как говорил. Привез канди, чай. Тут лекарство, клей. Все, куча там. Чай с конфетами. Так. Тут у меня, ребят, фотоловушка. Буду устанавливать куда-то. Куда-то буду устанавливать. Тут все для съемки. Ну, килограмм 4, наверное, может 5 даже тут. 4 точно есть. Всяко разные вещи. Мясо цыпленка. Тоже попробую сейчас из этого сварить суп. Вот с этой банки. Первый раз взял главпродукт мясо цыпленка. Не знаю, что за консервы. Хотел взять вот, которые пониже банки. Обычные банки. Такого не было. Такой взял. Тут у меня еще 2 банка. Тушенка свинина. Сколько еды всегда беру с собой. Картошка на суп. Тут у нас, даже 2 ножа, в принципе, у меня получилось. Вот мой убитый нож, рабочий убитый и просто нож. Это новый нож. Еще мало пользовался. Ну, пускай 2 будет. Так, 1 оставлю в рюкзаке. Может, куда-нибудь схожу на охоту сегодня. Так, и еще надо веревку сюда положить. Чтобы, скажем, если утку удастся подстрелить, там достать утку. Так, вот это все вот здесь оставим. Колбасу. Этот хлеб 1 тоже надо, наверное, вынести или куда-нибудь положить. 1 здесь на столе останется. Рюкзак пустой. Так. Сейчас буду варить суп. Вот из этих продуктов. Колбасу надо попробовать. Новая колбаса. Обычно Каменогорская или как там я беру. Попробуем. В принципе, с белой начинкой вот такой тоже. Так, подожди. Каменогорская есть, да. А мне дали российская или что там? Каменогорская это? Ну да. Искали в холодильнике, в магазине, там Каменогорскую мне, говорю, надо. И этой колбасы нету. Потом российская или еще какая-то вот другой сорт колбасы, другое название было. Я это взял, другое название. А попалась Каменогорская, что я обычно покупаю. Все нормально, это уже я 100 раз пробовал. Мне нравится.
тут, оказывается, у меня, вон, смотрите, еще печенье с прошлого раза есть. Ну и конфеты я оставлял, помнится. Вот. Это надо поднять. Вон сколько конфет у меня. Да и тут еще есть. Так, этот надо подниму тоже. Или это... Так, это наверное сюда поставлю. Это я, если буду ехать на вторую избу, возьму с собой. Вот эту банку сюда поднимем. Тут бич-пакеты, каша, все еще есть. Запас еды, короче, море, как всегда. Сварю суп вот этой большой кастрюле, чтобы на целый день мне до завтра хватило. Вот, а сейчас, наверное, с колбасой пью чай, что-то кушать захотелось. Потому что с утра ни хрена я не ел. Чайник закипел, а он все четко шумит. Угольки уже там. О, хорошо. Да, чайник закипел. Ну, буду подкидывать. Но хотя становится уже все пожароопасно. Сейчас уже немножко подсыхает вот эта трава. Хорошо, что сейчас мы там скосили. И если, скажем, не скосили, то здесь много травы было. Вон как там. Если посмотреть, если сравнить, вот здесь, вот каждый год здесь мы скашиваем территорию, чтобы не заросло ничего. Хотя тут поля все было, вот сейчас как зарастает. Ужас. Вот тут очень много сухой травы. Елки, вон, смотрите, новогодние елки вырастают. Блин, тут все накосили. Вместо сток там. Ай, блин. Это да. Куда-то мусор прилетел. Что это вообще? Канистра? И что? Надо сжечь. Мусор пройдешь, оставишь пластиковую посуду. Это из жизни говорю. Я игнорировал бы, прошел мимо. Не взял, не сжег. Могут написать, оставил мусор. Сейчас сжигаю. Запросто можно написать вред там природе. Что делать, не знаю, что показывать. Если честно, блин. Ух ты, избушка-то уже жара. Уже жара, ребят, тут. Надо заварить чай. Думаю, вот этот канди, наверное, в основном вся Россия и пьет. Но я имею в виду, кто ходит в походу на охоту. Частенько я в ютубе вижу. Так. Еще. Это надолго хватит, эта заварка у нас. Хорошечно. Я, ребят, могу и без заварки, без чая тут. У меня сейчас в данный момент сейчас термос есть с конфетами кипяток. Но сейчас весна, очень много ездят на лодке, и любой может остановиться просто вот погреться там
или чай попить, зайти, поговорить. И вот чайник все время надо, чтобы был горячим, чтобы любой мог прийти, зайти в гости и просто попить чаек. Вот. А сейчас я сделаю бутерброд, так называемый, и тоже перекус небольшой организую. Потом буду варить суп. Сварить суп и убрать территорию, пока дождя нету, пока погода есть, пока время есть. А поближе к вечеру уже, конечно же, наверное, с ружьем буду бродить. Просто схожу куда-нибудь. Вот. Так. Сейчас весной и летом вообще здорово. Там 2 полена закинул в печку и, блин, такая жара уже в избушке. Вот смотрите, как это все делается. Конечно, нужен еще майонез вот так. Лучок. Тонко порезал лучок. Вот. Ну и сюда еще бахнем колбаски. Майонеза нету. Вот таежный бутерброд. Быстро и легко. Съел пару штук и на пару часов можно забыть, что ты голоден. Очень вкусно. Между прочим, лук немножко сладкий. Сразу хочу предупредить некоторых зрителей, что если я пошел с ружьем, я должен добывать там десятки штук уток. Утка у меня сегодня будет на втором плане. Моя задача просто убрать территорию здесь возле избы, отдохнуть и немножко поохотиться. Вот такие планы. Нормально. Ништяк. Вы знаете, наверное, лучше, правильнее будет на улице все это чай попить. Так. Шапка, невидимка. Короче, пошли. Давайте сходим на улицу. Тут весело. Птицы поют. Свежий воздух таежный. Река, природа. Горячий чай. Колбаска упала. Ой, все так и не донес я. Фу.
Ну, послушайте звук природы, что ли. Шум воды. Чавканье леда. Вон утки 2 штуки висят. Кряквы. Кря-кря-кря. Кря. Пара.